Васильевич, смотри, ясно дело, ты молодой, горячий товарищ. Это плюс, большой плюс. А дальше идет сплошные минусы. Ты, во-первых, по озеру пошла, где мы еще не прошли, и там вероятность уток почти стопроцентная. Ладно, взлетели, но, как правило, взлетают ближайшие. А зачем ты бегом побежала назад? Как только утки начали взлетать, ты их пропустил. Это бывает запросто. Надо замереть. И очень-очень тихо назад. А топ-топ, и все остальные утки улетели. Это плохо. Ну, на практике опыт и приобретается. Но, по крайней мере, уток-то слышала? Бывает. Сейчас тихо-тихо пойдем, может, еще какая-нибудь осталась. Но мы краю озера сели в соседку. Толпа уток, что была, улетела. Бывает. Сейчас манком попробую подманить, если там в траве кто-нибудь еще сидит, остался. Подплывут. Смотри движение. Обычно замечаешь, двигаться начинает. А сквозь лес, как они мелькали, видел? Молодец. Ну, заметила уже хорошо. Утки есть. Это чисто с опытом приходит, как себя вести. Если бы ты не ходила, ты бы и не знала. Но хочешь сначала замереть надо, если что-то там. Ты так сильно расстраиваешься. Улетели, новые прилетят. На обычное время должно прийти, чтобы что-то дальше произошло. Ждем. У них обед почти как у людей. Часов 10 уже выходят попитаться, а вот здесь они по траве плавать будут. Я сейчас крякаю, как самка подзывает молодняк. Молодые, если где-то есть, могут подплыть. На кряк вроде какая-то маленькая уточка выплыла. Запросто чирок. Маленький размер. Кормится. О, вторая. 2 штуки. Видишь? О, 3. Далеко. А это чирки, они маленькие. Вид маленьких уток. Далековато. На кряк посмотри, что будут делать. Не хотят на меня реагировать, редиски. Вон, слышала, вякает. Так, где там вякает? Где-то, по-моему, близко подплыло. Слушай, где-то близко. Одна утка в траве сидит. Да это близко вообще-то. Ну чё, нога тут плывает. Хорошо видно. Ты хочешь сказать, ты ее видишь? Ясно.
Сейчас еще попробуем. А вот этот маленький, он плавает. Эй, пупсики, давай поближе. Видишь, ты хорошо видишь, это молодость называется, когда как у зоркого сокола. Ты попробуй позвать. А? Позвать. А мне надо приглядываться специально. Видишь, нифига ты. А вот еще одна, вон туда. Пошел. Да. Обед тут у людей. У чинного народу обед. Ой, а вон вроде еще. Я не пойму, там один или два. Один. Что-то уток становится все больше и больше. А вот поближе к нам вроде плывет. А, вредина обратно. Сейчас еще покрякаю. А вон еще две их. Ой, кто-то рядом плещется. Кто-то в кустах плещет. Здесь. Так, где-то еще вон там одна большая утка. Далековато. Далеко, самая далекая. Задница белая. Задница белая у этих кряковых. Он осторожно смотрит. Вася, ответь. Слушай, Утки есть. Мы тут напугали, улетели, и все равно еще выплыли, летают. Они все в траве. Так что вдоль травы потом проедешься, запросто там пугать будешь. я сейчас к твоим на ту сторону переплыл. Там две утки сидят возле берега. С них, до них сначала скажу. Обязательно. Ты и там проверь. Я больше не звоню. Метров 60 до утки. Первым номером, что ли, попробуй стрельнуть. Блин, не увидел. Блин, потерял. Не плыви к нам. Ай. Блин, на выстреле были. Я не знаю, утята или не утята, но мелочь, вон с той травы прямо оттуда вылазили и обратно залазили. Они тоже улетели. И вон там они сидели, и там видно в траве, что крыльями там проверяют. Они вот сразу за этим практически были. Они там двое, трое, блин. Не могу разглядеть, они самые серые и на фоне этих кувшинов. И мелкие, и крупные, там видно, что кряковая там была точная, а там еще по мелочам еще куча целая была. Я так и не понял, то ли утята, то ли эти черки, мелочь пузатая. Эх, кувшинки блестят, они самые серые. У меня прицел сбился, я прицел поправлял, потерял. Я нашел там какой-то момент, что они начали двигаться кучей, и я увидел движение. Ага. Прицел поправил, посмотрел, они стоят, и я их не вижу. Редиски, короче. Ну, мы с Василисой, ну, так понаблюдали, блин. Куча, туча. Они изначально тут туча улетела. Ай,
как раз этот, 2 раза стрелял? да, там я на лосем-то выходил, пошел через лес, А, он одного-то взял. молодец! Ура, рябчик есть! А второй, он как-то сел там в деревьях, и одна башка торчит. Ну, только ветки упали, даже перьев не было. И он улетел. Ну, А там стайка, там, ну, 3 точно было, а может и больше. ну, класс. Уже что мы пустые, нельзя сказать. Да, да. Дети навалом. Он лодку почти это дно закрыло. Посмотри, а ты рябчиков-то видела, нет еще? Вон серенькие. Вот этот у нас тоже один порхал, но он там далеко улетел потом. Не стал нас ждать. И далеко взлетел, и далеко улетел. Не видно. Ну что, хочешь потрогать рябчика? Лови. Ух, руками держи! Ты воду пускаешь, держать надо. Что, нельзя было схватить? Мячики не ловите на физкультуре, что ли? Нет, мы их кидаем. Ну кидайте, не ловите. Не ловим. Видишь, это самый рябчик такой пестрый. Ну какой. А хвост какой интересный у него. Черная полоса. С нашего района именно вазами водили рябчиков это самое к столу во дворец, в царю. Он живой хоть? Нет. Вчера был, сегодня нет. Еще утром припыхался. Отличная это самая еда. Этих рябчиков ели 2 вида населения в России, царской России. Это буржуи там и ударчане. Крестьяне-удары, охотники.